сожалению, представить целостную интегральную картину развития белорусского искусства первой половины XX века практически невозможно. Великая Отечественная война внесла серьезные коррективы в развитие отечественного художественного процесса. Немецкими войсками были разграблены фонды Минской картинной галереи, большое количество ценностей исчезло бесследно. Лишь малая часть работ вернулась после войны из Германии. Многие программные произведения утеряны навсегда, а ряд художников, известных в истории белорусского искусства, лишь своими именами. Но случаются и чудесные открытия, и одному из них и будет посвящен наш сегодняшний разговор. Несколько десятилетий сотрудникам Национального художественного музея не давало покоя живописное произведение, которое было представлено в постоянной экспозиции в зале белорусского искусства первой половины XX века. На нем изображен молодой мужчина. В трехчетвертном развороте, с таким характерным для автопортретов косым, напряженным взглядом, он взирал на зрителей, оставляя их в неведении. На портрете внизу есть подпись. Красной краской написано «Н. Казак, 1940». Чуть правее, желтоватой латиницей написано «Автопортрет». На оборотной стороне холста также имеется подпись «Ганцевический район, деревня Хатыничи, художник Казак». Этот портрет был передан в 1960 году из Музея Великой Отечественной войны в числе возвращенных из Германии ценностей в 1947 году. Собственно, это вся скупая информация, которой долгие годы обладали музейщики. И, казалось, в ближайшем времени какие-то открытия в исследовании этого автопортрета маловероятны. Манера письма, внимание к светотеневой моделировке лица и, в принципе, убедительность портретной характеристики не оставляли сомнения, что автором этого автопортрета является профессиональный художник, получивший традиционное академическое образование и работающий в традициях реалистического искусства конца XIX – начала XX века. В попытке идентификации имени этого художника было предпринято несколько шагов. Были посланы соответствующие запросы в Ганцевический художественный музей, но, к сожалению, никаких положительных результатов получено не было. Ситуация кардинально изменилась весной 2016 года, когда в отделе современного белорусского искусства раздался звонок, как впоследствии выяснилось, племянника художника Александра Казака, с такой достаточно пространственной просьбой поговорить о белорусских художниках XX века. Буквально через 10 минут мы листали богато иллюстрированный каталог, очень внушительный, очень монументальный, наполненный различного рода 3D-конструкциями, абстрактными работами, изданный в Солт-Лейк-Сити в 1991 году. И, конечно же, сопоставить наш реалистический автопортрет и те произведения, которые были репродуцированы в этом каталоге, было крайне сложно. Но сомнения о том, что речь идет об одном и том же художнике, представленном своей единственной работой в коллекции Национального художественного музея и одного из ярчайших представителей американской геометрической абстракции, исчезли практически сразу же. Каталог был богато иллюстрирован не только произведениями художника, но в нем были представлены и фотографии из семейного архива, и сопоставить физиогномическое сходство не составило труда. Важным обстоятельством также в утверждении этой версии о том, что речь идет об одном и том же художнике, стали и биографические данные, опубликованные в каталоге, которые полностью соответствовали той подписи на оборотной стороне холста нашего портрета. Весомым аргументом в пользу этой версии стало, конечно же, и мнение племянника художника Александра Казака, который без малейших колебаний подтвердил тот факт, что автопортрет принадлежит его дяде Николаю Казаку. Как же так получилось, что в истории белорусского искусства один из виднейших художников, яркий представитель американской геометрической абстракции, оказался никак не вписанным в отечественный художественный процесс, оказался по существу аутсайдером? Как же так получилось, что, приобретя традиционное академическое образование, художник в одночасье отказывается от своего реалистического бэкграунда в пользу квадрата, круга, треугольника, в пользу абстракции, того феномена, который, в принципе, изменил представление о том, какой может быть живопись, о том, каким может быть искусство вообще.
Но ничего удивительного, конечно же, в этом нет. Драматические события одного из самых катастрофических за всю историю человеческой цивилизации 20-го столетия заставляли очень многих художников бежать, спасаться и покидать свою малую родину, всякие связи с которой по политическим и идеологическим причинам оказывались запретными. Не менее важными являются и бои художественные, бои фигуративного и абстрактного, бои реалистического и метафизического. И по существу Николай Козак, его жизнь и творчество являются яркой иллюстрацией общественно-политических и художественных перипетий XX века. Сегодня этот портрет представлен на масштабной выставке «Современники 20-го столетия белорусского портрета», на которой представлены те редкие произведения первой половины XX века, дошедшие до нас после войны. В автобиографии художника написано, что он родился 24 сентября 1917 года в многодетной семье Максима и Паулины Козаков во время одиссеи семьи между восточной и западной частями Советской России. Крестили его уже в деревне Люща Лунинецкого района. С 1929 года семья жила в западной части Полесья, а в дальнейшем она проживала в деревне Хатынич. До того, как посвятить свою жизнь искусству, Николай Козак хотел уйти в монастырь и посвятить себя религии. Но в 1935 году он получает стипендию и поступает в Варшавскую академию изящных искусств на специальность фресковая живопись в класс профессора Мечислава Шульца. Он учился, наверное, достаточно неплохо, потому что получает первое место на конкурсе эмблем «Сирена» за созданную эмблему к зданию Академии искусств. В 1938 году он уже поступает на курсы известного польского живописца и графика, почетного члена Флорентийской академии искусств Тадеуша Кулисевича. Уже дипломированным специалистом в 1940 году художник возвращается на родину и работает в одной из школ Ганцевичского района ассистентом. Портрет принадлежит именно как раз к этому раннему периоду творчества художника. Этот портрет является ярким примером психологического портрета. Художнику удалось создать многогранный образ сильной личности, мужчину незаурядной воли. В 1942 году Николай Козак начинает работать преподавателем в одной из школ в Барановичах. Он активно участвует в выставочной деятельности. Две его работы приобретаются в Барановичский музей изобразительных искусств. И именно в этот период начинаются поиски, размышления над тем, что же такое абстрактное искусство. Он создает 4 очень важных для него рисунка с характерным таким названием для, в принципе, абстрактного искусства. Номер 1, номер 2, номер 3 и номер 4. Забегая немного вперед, хочется отметить, что ряд критиков пишут о том, что сознание Николая Козака переворачивается, когда он попадает в Рим в 1945 году. Но тот же каталог говорит нам обратное. Работы, опубликованные там, были созданы в 1942, 1943 и 1944 годах. То есть он начинает поиски своего пути в области абстрактного искусства еще тогда, когда он был резидентом Беларуси. И в этом плане Козак проходит тот же путь, что и патриархи абстрактного искусства – Пит Мондриан, Казимир Малевич, Василий Кандинский,
которые не родились абстракционистами, которые прошли профессиональное академическое обучение, а в дальнейшем начинают проходить ряд этапов, разлагая видимую физическую форму с помощью импрессионизма, постимпрессионизма, экспериментируя вначале с цветом, в дальнейшем проходя стадию кубизма, экспрессионизма, экспериментируя с формой, пока не приходят к нулю форм, а приходят к абстракции. Тот же путь проходит Николай Козак. В том же альбоме можно увидеть изображение женской натуры абсолютно реалистическое. В дальнейшем художник начинает экспериментировать с формой, и мы видим кубистическую женщину, мы видим экспрессивную женщину, и мы видим уже квадратики, кружочки, треугольники. То есть те первые элементы абстракции, те геометрические формулы, которые появляются в его работах 42, 43 и 44 года. Он учится в Академии изящных искусств, он продолжает заниматься фигуративным искусством, но независимо от этого начинает формулировать теоретически свою систему абстрактного искусства, которую публикует в коротком эссе-манифесте под названием «Физическое искусство. Действие позитивного и негативного пространства». Необходимо отметить, что, в принципе, авангардное искусство XX века окружено таким плотным облаком текстов. Текстов было создано, наверное, столько же, сколько и произведений. Василий Кандинский начинает с 1901 года, еще до того, как была создана его первая абстрактная работа, начинает писать свои эссе, писать свои статьи, посвященные пониманию культуры абстрактного. То же самое можно сказать о Пите Мендриане, о Казимире Малевиче. И Козак на протяжении всей своей жизни, вплоть до своей смерти в 1994 году, был теоретиком, публиковал свои статьи, свои монографии, свои теоретические эссе и доклады. В 1968 году, в 1971-1978 сегодня существует несколько монографий под авторством Николая Козака. Что же такое концепция физического искусства? Исходя из материалов, опубликованных в эссе, в манифесте, физическое искусство – это конкретное визуальное отображение оригинальной мысли, вдохновленное мистической, научной и философской картиной мира. Это попытка сопоставить фундаментальные характеристики космической организации и природы божественной реальности. Это попытка увидеть, познать и невидимое, попытка научиться созерцать мир, пока его язык и зримые образы не отступят. Это, конечно же, все абстрактные концепты, написанные самим автором Николаем Козаком. Если все же попытаться проникнуть в суть концепции физического искусства, следует отметить, что ряд критиков говорят о том, что Козак объединяет, обобщает предшествующий опыт европейского модернизма и прежде всего двух патриархов русского авангарда – супрематизма Казимира Малевича и конструктивизма Владимира Татлина, а также опыт кинетического искусства, опыт минимализма, дизайна и промышленной эстетики. То есть Козак оказывается художником многих стилей и многих приверженностей, но его работы безошибочно узнаются как «Козакиан», пишет Джон Болт. Первое, что объединяет Николая Козака с Казимиром Малевичем, это стремление отойти от воспроизведения к произведению, от изобразительной, документирующей функции искусства к самодостаточному произведению. То есть не нужно заниматься литературой, не нужно заниматься описанием, подражанием. Искусство не для этого создано. Искусство – это самодостаточная реальность. Поэтому нужно отказаться от буржуазного материального мира, выйти за рамки тисков вот этой материальности. Все, что обладает формой, еще не достигло той степени духовности, которую хотели абстракционисты. Вместе с тем Козака не устраивает и двухмерная плоскость холста. Он считает, что немыслимо разделять скульптуру и живопись. Это единое целое, и поэтому, начиная с 1945 года, он начинает создавать так называемые 3D-конструкции, в которых включены и элементы скульптуры, и элементы живописи, 3D-модули, 3D-макеты.
Но и это художника не устраивает. Он считает, что произведение искусства не может быть итоговым, не может быть конечным. Произведение искусства – это такой же физический организм, который живет, трансформируется, изменяется. Поэтому он и называет свою концепцию «физическое искусство». Как же можно оживить произведение искусства, заставить его трансформироваться, двигаться, изменяться? Например, если к одному из элементов этих 3D-конструкций, красному кругу, подключить электродвигатель, который будет двигаться, заставлять вращаться этот диск, то под влиянием этого вращения изменится взгляд и на другие элементы этих 3D-конструкций. Таким образом, перед нами самодостаточно живое физическое произведение, которое развивается, трансформируется и никогда не будет конечным. Такова система физического искусства Николая Козака. Впервые он выставляет свои 3D-конструкции уже в Америке, куда переезжает в 1951 году. Он достаточно активно участвует в выставочной деятельности в этот период, выставляется в художественном музее в Далласе, в художественном музее в Хьюстоне, в музее Витте в Сан-Антонио. А в 1952 году он переезжает в Нью-Йорк. Город, который стал прибежищем и во время Второй мировой войны, и после Второй мировой войны для многих европейских художников. Собственно, мировой центр искусства во второй половине XX века перемещается из Европы в Америку. Появляется направление, которое сопоставимо с достижениями европейского авангарда. Это, конечно же, абстрактный экспрессионизм. Америка становится столицей мирового искусства. Этому способствовало множество, конечно же, факторов, и прежде всего Вторая мировая война. Следует, в принципе, отметить тот факт, что расцвет абстрактного искусства приходится на период двух мировых войн. Первая мировая война, первый расцвет, и второй расцвет после войны. Известный художник Пауль Клие высказал такую мысль: чем трагичнее наш мир, тем абстрактнее искусство. Фигуративное искусство – удел счастливых эпох, радостных и довольных собой. Есть такая теория, что абстрактное искусство выходит из геометрического орнамента. И по существу первое искусство было абстрактным. Первое искусство было орнаментом. Для чего же первобытный человек создает геометрические элементы? Для того, чтобы с помощью этой идеальной гармонии геометрических элементов защититься от хаоса и непонятного окружающего мира, противопоставить вот этот идеальный порядок, идеальную гармонию окружающей, устрашающей нередко реальности. Поэтому нет ничего удивительного, что пик расцвета абстрактного искусства приходится на вот эти трагические моменты.
Художники таким образом хотели противопоставить ужасам окружающей действительности, братоубийственной войне, этот идеальный ровный порядок, эту идеальную гармонию, созданную в геометрических элементах. Но, конечно же, не только трагические моменты влияли на развитие абстрактного искусства и непосредственно геометрической абстракции. На такой бум геометрической абстракции во второй половине XX века огромное влияние, конечно, оказывает сам город Нью-Йорк. В Нью-Йорке работают лучшие европейские архитекторы: Вальтер Гропиус, Людвиг Мис ван ден Рое, который является в принципе основоположником вот этого интернационального стиля небоскребов. В Америке существовали небоскребы и до приезда европейских архитекторов, но это был другой стиль, это был стиль таких разросшихся готических соборов. Европейские архитекторы привносят интернациональный стиль – здания из стекла, бетона и железа. И, конечно же, казак, приезжающий в Нью-Йорк в 1952 году, по существу увидел свою концепцию физического искусства в этом городе. В городе с идеальной планировкой, в городе, где улицы пересекаются под прямым углом. Сама архитектура города, сам образ этого города нашел отражение в его художественной концепции, имел отношение непосредственно к реальности его работ. И в этом городе гигантских кубиков художник проживет вплоть до самой своей смерти в 1994 году. Он будет вести активную выставочную деятельность. Он выставлялся в таких крупных музеях, как музей Гугенхайма, галерея Бетти Парсонс. Он участвовал в передвижной выставке геометрического искусства под названием «Конструктивизм и геометрическая абстракция». В этой выставке участвовали всего 25 человек, включая Василия Кандинского, включая Казимира Малевича, Эль Лисицкого и многих других авангардистов. И он входит в это число 25 человек. Он ведет преподавательскую деятельность, читает лекции в Бруклине, он занимается теорией. То есть казак вел очень активную творческую и педагогическую жизнь в Нью-Йорке, но оказался абсолютно неизвестным для нас. Казак жил и работал в нью-йоркском районе Ривердейл, в доме, созданном по его собственному дизайну. И это очень важный момент, в принципе, понимания роли абстрактного искусства в нашей жизни. Художники, конечно же, стремились путем абстракции приблизиться к новой реальности, приблизиться к духовности, выйти за рамки тисков материального мира. Но оказалось все наоборот. Кто сейчас помнит о том, что в основе абстракции лежат теософские учения? Никто, к сожалению, об этом не помнит, кроме специалистов. Но вот о дизайнерских стульях знают все. Абстракция органично вошла в наш дом, стала частью нашей повседневной жизни, будь то чашки с блюдцами, будь то дизайн мебели, одежды, коробки для конфет, рекламные объявления. Повсюду вокруг нас завораживающая и упорядоченная игра желтых, красных и синих плоскостей, горизонтальных, диагональных и вертикальных линий. Многие портреты из нашей коллекции хранят множество тайн, но некоторые оказываются известными. И хочется выразить огромные слова благодарности племяннику художника Александру Казаку за любезно предоставленные материалы из семейного архива и за активное сподвижничество в деле памяти своего дяди. Сегодня нам предстоит, конечно же, большая исследовательская работа, буквально по методу Шерлока Холмса восстанавливать биографический и творческий путь художника, очень неясной для Беларуси фигуры, но известного яркого представителя американской геометрической абстракции. Сегодня, придя в Национальный художественный музей Республики Беларусь и посетив выставку «Современники 20-го. Столетия белорусского портрета», вы сможете познакомиться с этим замечательным автопортретом Николая Казака и со многими другими не менее прекрасными произведениями, представленными в нашей коллекции.